Региональный мат-капитал будет хорошим стимулом для молодых семей наконец решиться на пополнение, считает доцент КНЦ Лариса Попова. Эта мера появилась как никогда вовремя. По словам ученого, именно в ближайшие годы, 20-22, уровень рождаемости в регионе будет определять самое малочисленное поколение. Это люди, рожденные в 90-е и в начале 2000-х. Их не только мало, они сами не спешат обзаводиться детьми. На первом месте у них карьера и материальное благополучие. И страх, что не смогут прокормить еще одного человека. 150 тысяч на первого малыша поможет побороть молодым парам неуверенность, уверяют эксперты. На самом деле эти мероприятия, на мой взгляд, они призваны улучшить положение молодой семьи. Положение молодой женщины, которая, может быть, и родила без семьи, так тоже бывает и очень часто, особенно у нас. Поскольку вот эта материальная помощь, она поможет, с одной стороны, реализовать имеющиеся репродуктивные какие-то установки детности, а с другой стороны, она немножко поспособствует крепче встать на ноги. Ведь ребенка важно не родить, ребенка важно поставить на ноги. И как показывает жизненный опыт вот меня, как взрослого человека, ставить и ставить. Это надо, как говорится, не до 3 лет, как бывает пособие, не до окончания школы, а и после окончания вуза надо детей ставить. Очень важным решением считают эксперты и повышение в 1,5-3 раза ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям. Это одна из востребованных мер господдержки, особенно для молодых родителей, которым так необходима финансовая помощь. На сегодняшний день ежемесячные выплаты получают почти 25 тысяч детей, а с 2020 года их численность увеличится примерно на 2500. Повышение выплат предусмотрено региональным законом. Он был принят в сентябре текущего года по предложению главы Коми. Представители многодетных семей перечисляют плюсы демографических решений. Этот вопрос также поможет молодым мамам, которые остались в одиночестве. Бывают что такие семьи, которые воспитывают мамы одни. И они не будут бояться завтрашнего дня, зная, что государство им поможет в этом. И за счет этого, может быть, сократится количество детей, которые оставлены в детских домах на сегодняшний день. Это тоже у нас есть эта проблема в нашей республике. Конечно, по статистике количество детей уменьшается с каждым годом, но все равно это есть. И еще один важный момент. Усиление демографической политики в регионе позитивно влияет на уровень активных установок подрастающего поколения. Когда, например, подросток видит, что государством уделяется большое внимание демографии, на подсознательном уровне откладывается позитивное представление. И в будущем с рождаемостью проблем уже быть не должно. Елена Кононова, Алексей Паршуков, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.